самым главным требованием к праязыку является наличие слов, всеслова. То есть слово, которое обозначает все на свете, все сущее, да? Все, что существует, все, что присутствует, явления, предметы, вещи. И вот это слово в кыргызском языке оно есть. Это слово ах. Ах это все слова. По заглавным буквам оно вмещает в себе два слова. Ах и хара. То есть белое и черное, тьма, свет и так далее, и так далее, и так далее. Ну, множество, да, там этих, да. Например, акрын кату по заглавным буквам, да. Аз, гэп, аз это малое, гэп большое, то есть качество, количество. Даже если мы берем Адама, да, первого, да, пророка, первого человека, у него два сына. Авель и Каин. И тоже по заглавным буквам они образуют ах. И тоже таких примеров множество. Кыргызская традиция это и есть. То есть ее источники это кыргызский язык и эпосы Эртештюк, Манас, Семетей, Сейтек. Ну как бы это базовые такие источники. А так, конечно, ритуалы, обряды, другие эпосы, они тоже в той или иной мере как бы отражают кыргызскую традицию. Я, например, читая эпос, я прекрасно вижу, да, что этот эпос, он как бы не написан Саакбаем Каралаевым, это не его как бы устное народное творчество, да, как принято в рациональной науке, в позитивизме. Это, ну, я не знаю, нормальному человеку, да, это понятно сразу, да, что это пришло не оттуда. Там даже сам вот образ, да, жизни, да, он вообще не соответствует нашей обыденности, абсолютно. Это совершенно другой подход, другое мировоззрение, другие суждения, абсолютно, которые не сопоставимы с нашим общением, с нашими разговорами, с нашими образами жизни, установки, да. То есть это понятно, что это вне данной среды, вне данного человечества, вне данных коллективов, которые присутствуют у нас. Понимаете, вот кыргызы же они замкнулись у себя в горах, да, в определенном смысле, да, и они какой-то период не контактировали с внешним, да, то есть если, ну, как бы в свое время кыргызы были кочевниками, которые кочевали по огромным просторам Евразии и, ну, участвовали в сражениях, создавали империи, цивилизации, то вот последние века, да, мы как бы были изолированы в некотором роде, и наше кочевничество уже стало, вот как оно называется, когда уже кочуют не так, не горизонтально, а вот вверх-вниз, да, вот это там было название, сейчас не помню. И мы как бы замкнулись, и мы не участвовали вот в этих всех событиях, в которых как бы участвовал остальной мир, да. Иными словами, мы, если весь мир бы, да, как бы после 17 века он начал ходить, стал колониями, да, Европы, да, и стал как бы вот входить в это пространство модерна, да, пустоты, отказа от традиций, но кыргызы, они были как бы законсервированы в определенном мере, и они не входили вот в эти оседлые взаимоотношения, да, в которых человек уже начинает терять сакральность и многое другое. Наверное, поэтому, потому что мы еще были в состоянии нести, это же тоже огромный груз же, да, ответственность, не каждый его вынесет. В исламе существует сунна пророка, да, что ты должен полностью делать то, что делал Мухаммад, да, алейхиссалам. Но мне кажется, сунна пророка заключаться должна в том, что Мухаммад это был человек ищущий. Он постоянно, как бы с молодости, он искал истину, да, он искал правду, он искал, в чем смысл жизни и так далее. И как бы за его вот эти усилия, старания, ему и приходит Джабраил, да, как бы, и как бы ему дает откровение, да. А современные мусульмане, они понимают сунну как все его действия, да, всю его активность, да.
То есть и его, ну, и его бытовые как бы вещи, да, вот связанные с его женами, с его бытом, вплоть до самых-самых мельчайших вещей. Слепое копирование. Да, слепое копирование идет. И поэтому, чтобы такого не повторялось, как бы Всевышний дает через монашчи просто эпос. А человек, он остается человеком, да, его как бы никто не боготворит, никто его там не старается повторять там другую, ну, за ними это, да. И нету ни нагрузки на самих монашчи, потому что они вольны делать, да. Мы же знаем, что как бы из биографии Сайкбая Каралаева очень много интересных моментов, которые как бы вовсе не удовлетворяют общепризнанным там моральным догматам. Но это не умаляет, конечно, его гениальности, его дара, его, потому что не каждому встречному уже Всевышний дает откровение, да? Это человек как бы проходит определенные этапы, возможно, даже и его отцы проходят определенные этапы, и они как бы получают этот дар. Ну, знаете, вот, кстати, читая эту штуку, понимаю, что это чисто алхимическое произведение, да? И наша, как бы, крымская алхимия, она очень близка именно к алхимии не восточной, ну, в смысле, не там, не китайской, даже не арабской, а именно средневековой алхимии, да, вот это очень интересно. Дело в том, что под алхимией понимается наука превращения, ну, там есть практическая алхимия, да, где из металлов, там, да, из их, да, там, превращают в золото. Это трансмутация. А есть еще трансформация, когда человек должен обнаружить в себе ту божественную, ну, как бы, золотую частицу в себе и пробудить ее, да. Вот это и есть, то есть произвести трансформацию. Вот это и есть. И вот эта штука, он как раз и проходит через эту трансформацию. То есть он опускается в подземелье, получается в матку, обратно, вот, знаешь, чтобы уже переродиться и вырасти уже новым человеком, трансформировавшимся. Вот, поэтому кыргызская алхимия жива, есть, мистика существует, но она как бы, понимаете, когда это все не используется, да, оно начинает изживаться, кровь мифа начинает угасать. Поэтому наша задача возбуждать ее, пользоваться этим. Потому что это, ну, я вам так скажу, что это такое богатство, которое не измеряется, да, никакими долларами там и так далее. Мы настолько уже отдалились от своей традиции, от своих мифов. Вот даже по признанию многих, да, они как бы учились, выросли в кыргызскоязычной среде, да, учились в кыргызской школе. Но когда слушают Манас, они его не понимают отдельные слова. И только если он 2-3 года слушает, он тогда только начинает понимать. Почему? Да потому что там все, как бы я же говорю, там совершенно другой подход, другое мировоззрение, другой этот. Слова те же самые, а человек не понимает. Потому что люди отдалились от естественного. Они настолько уже зашли, да? Недаром же в эпосах говорится, что этот мир это жалган дүйнө, бог дүйнө. То есть это некий зеркальный, это ложный, иллюзорный мир. Вот мы и ушли, мы чын дүйнөдөн кетип калдык. А эпосы, они написаны на языке чын дүйнө.